В нашу редакцию обратилась жительница столицы Галина Макаренко. Вот уже несколько лет пенсионерка пытается защитить могилы своих детей. Ежегодно участок городского кладбища на Вилюйском тракте подтапливается талыми и техническими водами. В проблеме разбирался наш корреспондент Афанасий Николаев. Галина Макаренко старается навещать своих детей как можно чаще, но с каждым годом делать это становится все сложнее. Как из-за возраста, так и из-за того, что подходных путей уже практически нет. Почти весь периметр кладбища превратился в топь. На могилах дочери и сына уже не раз реставрировались надгробия. Из-за заболоченности они постоянно трескаются. И, конечно, я обращаюсь ко всем горожанам. Пусть каждый скажет свое слово в защиту усопших. Им некому защитить. Они сами себя не могут защитить. А эти нелюди, которые понастраивали бизнес свой, делают на таком ужасном, Богу неугодном деле, это ужас. Как они Бога не боятся? Галина Андреевна жалуется на соседнюю автомойку, но ее сотрудники утверждают, что после прошлогодних жалоб и проверок установлен септик и прорыт дренажный канал. Действительно, вода уходит, но далеко не вся. В этой низине собираются талые воды со всей границы кладбища. Вода, да, там. Но эта вода всегда здесь бил. Мы когда приехали, эта вода здесь бил. Уже 3 года она так стоит. Но просто в прошлом году, когда засыпку сделали, она поднялась. Вот. Жалобали, мы этот канавку сделали, сейчас вода идет оттуда. Спустилась. Ну, где-то там 40 сантиметров спустилась. Галина Макаренко за последние годы обращалась куда только можно, начиная администрацией кладбища и Роспотребнадзором, заканчивая мэрией и депутатским корпусом. На основании уже сегодняшней жалобы служба эксплуатации городского хозяйства обещает провести проверку и принять меры. Обязательно, если будет выявлена вина, в данном случае этих автомоек, да, если будет выявлена действительно их вина, то это будет административный штраф. Ну, конечно же, решение о причинах подтопления должно выноситься комиссионно. Но Галина Андреевна уже не очень верит обещаниям властей. Мать, вставшая на защиту своих детей вопреки смерти и бездействию чиновников, обращается напрямую к главе столицы. Вот Айсен Сергеевич очень строго следит за порядком, чистотой в городе. И вот я его приглашаю сюда, вот сюда, на этот участок, прийти, организовать субботник. Организовать субботник, пусть он возглавит вот субботник. Я даже не представляю, как все это осушить. Проблемы уже усопших горожан, как правило, рассматриваются чиновниками в самую последнюю очередь. И, видимо, до личного вмешательства кого-либо из самых высоких кабинетов юдоль скорби на Вилюйском тракте будет еще печальнее. Афанасий Николаев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.